Вот про Анну Каренину, кстати, ты пару слов рассказала. Проект, в котором мы очень долго шли, иммерсивный спектакль Анны Каренина. Слово «иммерсивный» вообще происходит от английского. To immerse — это погружать. Мы находимся внутри романа, то есть все действие романа происходит вокруг зрителей. Зритель может передвигаться как хочет по спектаклю, по особняку. Параллельно происходит несколько сцен, и ты вправе сам себе составить, как тебе увидеть этот Мне спектакль. кажется, ты сейчас многих зрителей заинтриговал. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире кулинарное шоу «Секреты татарской кухни». Внимание, сегодня с нами готовят очаровательные гости. Продюсер, режиссер, учредитель фонда «Живой город» Диана Сафарова. Здравствуйте, Диана! Прошу на нашу кухню. Здравствуйте. И Диана, узнав наш главный секрет, пришла не с пустыми руками. Да, я вам принесла куштанеш. Вот здесь. Я бы даже сказал вкусняшки. куштанеш-ляр. Да. И тут еще вот, заметьте, вот тут есть два конвертика. Угу. Это вот самый главный куштанеш. А вы знаете, что конверты сейчас при всех нельзя вручать? Это конвертик особенный. Этот конвертик можно вручать. Это 2 билета с открытой датой на иммерсивное шоу Анны Каренина. Приглашаю вас. Большое спасибо, Диана, большое спасибо. Диана Сафарова, режиссер, продюсер. Родилась в Казани. Первое образование получала в Казанском финансово-экономическом институте. Но уже с 3-го курса начала работать главным редактором в журнале «Светский». Затем телеведущей в программах «Женское счастье», «Замужем за мужем», арт-директором республиканского фестиваля «Созвездие Йылдызлык». Окончила режиссерское отделение ГИТИСа, мастерскую профессора Михаила Борисова. Ее первая режиссерская работа – спектакль «Маугли» театра «Мастеровые» в Набережных Челнах. Идея режиссуры нового иммерсионного спектакля «Путешествие» Анна Каренина тоже принадлежит Диане Сафаровой. Помимо этого, Диана Сафарова – член Общественного совета Министерства культуры Республики Татарстан, член Международной федерации спортивного кино и телевидения, учредитель Фонда поддержки современного искусства «Живой город». Диана, расскажите, пожалуйста, с какими рецептами сегодня к нам пожаловали? Да, вот я решила, что мы сегодня приготовим, поскольку сейчас морозы, мы приготовим суп тахмач, но он особенный, он с акцентом, он немножко Кстати, вот будет суп отличаться. тахмач – это один из моих любимых супчиков. Но Как ваш настоящий акцент татарин. мы сегодня обязательно посмотрим. Хорошо, что-то еще будет? Да, и на второй у нас будет курица. Поскольку супчик у нас будет такой достаточно сытненький, курочка у нас будет приготовлена диетическим путем, она будет сделана на соли. Ну что ж, 2 блюда объявила сегодня Диана, и прямо сейчас мы начинаем их готовить. Я думаю, надо начать с курицы. Хорошо. Да? Давай. Так, прошу. Рассказывай, Диана. Что делаем? Ага, мы отрезаем вот хвостик и отрезаем ноготки. Так. И мне нужен противень, я пока сделаю подушку. из соли. Предлагаю использовать вот это. Давай, прекрасно. Нам нужна пачка соли, мы ее высыпаем полностью. Диана, вот Смотри. уже интересный рецепт. Это ноу-хау, либо это секрет твоей бабушки. Расскажи нам, поделись Ой, секретом. Я на самом деле не могу сказать вам, откуда это. Я вообще самоучка, можно сказать. Я в детстве, у меня вот скорее сестренка больше наблюдала, как мама готовит, а я вот как раз меньше как-то была в этом. Хорошо, вот заинтересована. этот рецепт приготовления Этот курицы рецепт, откуда? вот, сейчас вот не скажу вам, честно, не помню. Но он популярен у тебя в кто-то- семье? Ну, в принципе, да, это очень, когда вот гости приходят, это очень такое быстрое блюдо, и оно достаточно легкое, потому что весь жир стекает в соль. Вот когда она готовится, на самом деле рецепт очень легкий. Можно заморочиться, смотрите. Можно сделать специальный соус, которым можно натереть курочку. Да? Он делается из помидор, перца чили, чеснок. Вот у нас тут есть. Вот, все это. Но мы всё пойдем это- другим путем. Но мы пойдем другим путем, да. Я думаю, что так проще, потому что можно просто пойти куда-нибудь на базар купить аджику, которая стоит намного дешевле, чем все вот эти вот все вместе ингредиенты. Вот. Но на самом деле для тех, кто любит вот все сделать своими руками, вот и чтобы все было по-домашнему вкусненько. Так. Чтоб... Натираем аджикой. Натираем Давай. аджикой полностью вообще. Нет, много ее не надо. Натирай внутри тоже. Обязательно. Да. Так, а я тогда тем временем что буду делать? А я давай лук-порей порежу. Это Диана, но- уже для супа мы будем Для делать. супа. Да. Диана, ну один из самых первых вопросов, которые я задаю всегда нашим гостям, это вопрос, конечно же, о блюдах, о кухне. При всей твоей занятости, актриса, продюсер, режиссер, хватает ли времени на кухню? Вот для семьи, для себя вообще любишь готовить? Вообще, да, я люблю готовить. Эта любовь появилась
Я не скажу, С что она чувством прям голода? с детства. Нет, не с детства. С тех пор, когда я начала жить одна, ну, где-то лет с 18, я потихонечку начала там, ну, как-то так, посмотришь там какую-то программу, что-то такое интересненькое увидишь, еще что-то. Потом начала читать, как это все делается. Потом, ну, вот одна живешь, когда маме звонишь, там, как это сделать, как то. Вот так потихонечку. Потом начала что-то пробовать, экспериментировать. Мне стало это интересно. Я стала ездить, вот в какую-нибудь страну приезжаю, мне стало интересно. Ого, а как это, а что это, а как это приготовлено? Я вообще такой гурман достаточно. Что мы делаем дальше? Итак, мы аджикой полностью обмазали курочку. Да, давай вот мы сейчас еще добавим туда вот горчички. Горчички, значит, и вот я бы желток сюда еще добавила. Так, вот яйца у нас. Желток, да. Вот сейчас мы отделим. То есть белок. маринаду ты прям такое внимание уделяешь Ну, особое, мне кажется, да? да, это очень важно, чтобы все получилось вкусненько. Я вот люблю всякие соусы, маринады. Мне кажется, из этого вообще состоит. Это и есть различие всех кухонь. Так, добавляем. Я люблю всякие придумывать штучки. Да, добавляем сюда прям желток, размешаем, Так, и смешиваем. потом и чуть-чуть оливковое масло. Оливковое масло, да. чуть-чуть, капельку. Да. Все это помажем. Так. Да, хватит, достаточно. То есть это уже будет финальный момент для курочки, да? И сюда кладем. Диана, сейчас продолжаем. Как вообще творчество пришло? Ведь закончила, насколько я знаю, первый институт это финансовый, Да. КФИ. Да, на самом деле я всегда занималась творчеством. У меня вообще семья такая очень творческая. У меня и мама такая, она делает у нас все, самая первая вообще начала снимать всякие фильмы про нас. Самая первая появилась видеокамера, она уже начала запечатлевать. И бабушка у меня артистка, на мандолине играет и танцует, и поет до сих пор. И уже больше 90 лет, и такая тьфу-тьфу-тьфу она у Передаем нас. большой привет. Как зовут ее? Накия Фатиховна. Накия Фатиховна Сагабигушсалям. Накия, да. Она будет очень Ну рада. вот, хорошо про тебя. Почему решил дальше пойти по Вот, творчеству? и я как-то тоже с детства была с музыкой. Так, смотри, давай сейчас мы про творчество. Мы Так, все-таки все, курочку надо отправлять. Курочку, да, я думаю, что пора уже, Так. да, ты ее обмазал. Мы всё, кладем на спину. На спинку вот так вот, да? Да, да. Почему? Ну, вот Вопрос у как-то, телезрителей? Не знаю, вот так вот, чтобы она, вот это вот место хорошо пропеклось. А Всё, со спины объяснила. пойдет жир вниз. Так, вот так вот аккуратненько. Да. Угу. потом Кстати, тут еще- так и красиво. Да, вот, она такая вот. И мы ее отправляем в духовку. Сколько по времени? Так, где-то на час. Итак, мы На отправляем час нашу курочку 20, вот так вот я бы сказала. в специальном маринаде на солевой подушке на 1 час в духовочку. Курица на соляной подушке. Курицу натерли аджикой, затем соусом из яичного желтка, оливкового масла и горчицы. На противне сделали подушку из соли, выложили на нее курицу спинкой вниз и отправили запекаться в духовку на 1 час. Ну а пока мы отправили нашу курочку в духовочку, что делаем дальше? Мы дальше приступаем к супу. Я смотрю, ты бульон уже поставил. Да, здесь у нас готовится бульончик. Да, его уже, вы Можно знаете, убавить, он уже, нет, он уже готов. То есть Мне всё, можно кажется, отключить? что да, да, Так. вот бульон из курочки. Здесь у нас морковка, И лучок. Все как положено. Посолили его, и теперь будем заниматься лапшой, да, вот я приготовила тесто. Тесто Такого желтого цвета, настоящее домашнее тесто. Да, яичная лапша у нас будет. Здесь 2 яйца, 2 стакана муки, соль и чуть-чуть сахара. Мы сейчас будем раскатывать с тобой две пластины. Одновременно. Одновременно, да. Давай про творчество. Вот Я училась в музыкальной школе изначально и перешла в другую школу и пошла сразу же петь. Поскольку петь я любила и умела, я попала в вокал-бенд Tyrant Studio. С 18 лет я начала работать в журнале. Так получилось, меня пригласили. Сначала изначально просто потребовалось мое там просто видение. Потом они меня потихонечку начали приглашать на фотосессию и пригласили в этот журнал возглавить. Ну, для меня это такой первый опыт возглавить что-то такое ответственное, в том числе и того, что публикуется, и то, что люди будут читать. И мы тогда создавали вот этот журнал, и он должен был быть обязательно читаемым. И, по-моему, у нас неплохо получалось. На самом деле, на тот момент он такой достаточно популярный, да, был. Потом потихонечку я ушла работать на телевидение. Сначала меня пригласила Дина Низамудинова в свою программу вести рубрику, потом еще и так далее и тому подобное. Работая на телевидении, я начала часто работать еще ведущей в том числе. И в один момент у меня начались проблемы с голосом.
Вот. И Слушай, это самое ведь интересное. да, и вот я могу У рассказать, человека, который что занималась вокалом, руководила известным журналом, затем попала на телевидение, друзья, и тут проблемы с голосом. Все самое интересное на канале ТНВ после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Дорогие телезрители, вы вновь смотрите программу «Секреты татарской кухни» и секреты своей кулинарии. Сегодня рассказывает Диана Сафарова. Диана Бекзурахмет. Вместе с ней мы отправили курочку под специальной подушечкой из соли в духовочку, процедили бульон, и она продолжает творить. И сейчас у нас... самый ответственный момент – это нарезка, да? Да, лапши? мы раскатали 2 пласта теста. Да, эта лапша немножко другая, поскольку у нас супчик с акцентом, он немножко модернизированный. С татарским акцентом. Вот как раз татарский суп с не татарским акцентом. Вы заметили, что вот мы нарезали лук-порей вместо обычного, да, лука. Вот это нетипично для татарской кухни. Это такая нотка это современности. один акцент, да, акцентик. Теперь, значит, у нас лапша. Поскольку суп необычный, здесь лапша должна немножко быть на зубок. То есть она должна, чтобы было что жевать. Итак, мы сейчас, значит, разрезаем наш пласт. Вот у нас 2 пласта. Пополам. Пополам. Угу. Берем половинку и закручиваем. Аккуратненько. Так. Ну, а мы продолжаем Не сжимая, слушать. да? Такая Так. воздушная у нас трубочка должна получиться. Интересные факты из жизни Дианы, и она сейчас расскажет, что же случилось с голосом, когда она работала на телевидении. Да, вы знаете, вот я как-то вот так вот получилось, что я отвела концерт один большой, и он длился где-то 5 часов. До этого у меня такой напряженный был период, и как-то я то ли на нервной почве, то ли все вместе проснулась и оказалась без голоса. Вот. И я очень долго восстанавливалась. И тогда я поняла, что так, дорогая моя, так не пойдет. Не пойти ли-ка все-таки взять уроки по постановке голоса именно не вокальной, а именно вот речи, да. И таким образом я познакомилась со своим учителем, это Дмитрий Александрович Туманов. Таким образом я попала в созвездие Илдызлык, меня это все втянуло. Втянуло до такой степени, что я там вообще начала практически жить, работать и узнала всю кухню изнутри, как это все делается, как это все устроено, администрируется, организовывается. И Дмитрий Александрович, конечно, мне тогда очень помог. Он мне научил и постановке голоса, и актерскому мастерству. Мы у него начали брать уроки. Он мне сразу сказал: так, девушка, тебе, похоже, надо поступать. Кстати, извини, перевод, ты Да. мне расскажи, что мы делаем вот с этим. Да, давай мы Параллельно. сейчас начнем параллельно. Да. Остреньким ножиком, не сдавливая, да, не сильно не нажимая, аккуратненько делаем вот такие вот кругляшочки. Красота? Красота, да. Ну вот, чтобы они не слипались. Видишь, они у тебя немножко слипаются, надо, чтобы такие вот, как рулетики, такие воздушненькие. Я стараюсь. Вот. Но ты тоже старалась и поступила, ведь я сразу расскажу, в ГИТИС. Да, у нас ежегодно приезжает профессура ГИТИСа и отсматривает как бы первый конкурс, отсматривает талантливую молодежь здесь у нас в Казани. То есть этот вот самый первые конкурсы, они такие, когда там толпы народов сидят, ты их немножко вот так вот раскрывай, ладно, чтобы они не прилипались. Вот так. Вот. И у нас вот есть такая возможность, что приезжает профессор, не хочешь ли ты все-таки подготовиться, поступить? И я подумала, почему нет? Михаилу Борисовичу я очень понравилась, моему мастеру, и он сказал: слушай, приезжай, давай мы с тебя посмотрим еще с кафедрой. У нас было 10 человек, он отсмотрел. Вот мы целой делегацией, можно сказать, поехали все в Москву. Отсматривались мы все вместе, наши татарстанцы. Там казанцев очень любят, потому что перед нами как раз выпустился еще один курс, где, кстати, училась Диляра Вагапова, и много наших ребят известных, там Владимир Шнитко, Рузиль Гатин. Да, это был вот один курс, который вот как раз перед нами выпустился. Вот, мы съездили на их дипломный концерт, и потом уже вот сами поступили. Вот, из 10 нас поступило 8, но потом на самом деле осталось еще меньше. Сейчас мы все это подсушим. Так, Вот какие-то можно открыть. Вот они у нас такие широкие получаются. То есть здесь приветствуются все варианты, да? Да, можно, да, чтобы они разненькие были. Что, кстати, делаем дальше, расскажи. Вот, сейчас мы порежем картошку и обжарим лук-порей. Давай ты будешь обжаривать лук-порей, Так, а я давай. буду резать картошку. То есть здесь в кастрюльке, где у нас был бульон? Здесь кастрюльки, да, мы туда На оливковом масле? На оливковом масле. Я буду резать картошку. Так, курс был очень интересный, все наши выпускники, они такие стали очень
известные, особенно наши казанцы. Я очень горжусь. Вот Айдар Сулейманов, он тоже выпускник моего курса. И, кстати, две мои главные героини моего нового вот этого иммерсивного шоу, Анна Каренина, которую я поставила недавно, это мои одногруппницы. Вот Вот так вот талантливый был курс. Очень талантливо. Диана, ну сейчас давай подробно поговорим вот про фонд «Живой город». Да. Что это такое для тех, особенно зрителей, которые впервые это слышат? Ну и как ты оказался там? Учредитель, тем более. Как раз, да, вот как раз, когда я поступила в ГИТИС, я начала понимать, что очень ведь много талантливой молодежи, получается, выпускаются. А дальше что? То есть дальше куда мне идти работать? То есть что мне делать, да, чем мне заниматься? Вот сейчас я закончу актерский, мне уезжать в Москву. И я поняла, что вот это, ну, достаточно была на тот момент такая большая проблема, что театров не так много, которые готовы принять своих же ребят. Получается, что приходится оставаться в Москве, да? И в тот момент, тут как раз у меня Инна, моя коллега, она тоже училась в театральном училище, и как-то вот мы с ней вот на этой теме сошлись и решили что-то вообще попробовать, вообще просто хотя бы что-то сделать. Сначала мы придумали, почему бы нам не показать хорошее кино, ретроспективу Сакурова. Это тоже случайно, это долгая история, да, мы познакомились с Александром Сакуровым, абсолютно случайно причем. И он сказал, мне не надо никаких гонораров, если никаких бизнес-классов, мне вот я вам отправлю на поезде все пленки. Тогда у нас появился третий участник нашего фонда, это Артем Силкин. Я думаю, картошки достаточно. Который, кстати, тоже был героем нашей программы. Да, правда? Да. Все это было в Свияжске, кстати. Здорово. Вот Артем Силкина мы попросили сначала просто о помощи, как посоветовать, поскольку он часто проводил различные мероприятия такого вида, скажем так, устраивал различные кинофестивали. И вот и так и вот завертелось? И завертелось, да. Вот мы сделали эту ретроспективу абсолютно своими силами, абсолютно там тут, там, сям попросить, туда съездить, сами ходили, эту пленку вывозили на своих машинах. Вот, провели эту ретроспективу и поняли, что нужно двигаться дальше, нужно развивать вот это вот вообще направление современного театра и дать возможность нашим ребятам где-то себя реализовывать. Диан, давай посмотрим, что у нас здесь творится. Посмотри. Мне кажется, пары Да, уже готов. Достаточно. Нужно залить, давайте мы Так, добавим бульончиком. бульона, да. Бульона очень много наливать не будем. Бульон, который, кстати, мы уже процедили. И туда же мы добавляем картошечку. Да, картошечку. Так, на максимальный огонь. Что делаем еще? Так, будем готовить шпинат. Кстати, о шпинате. Опять-таки, ноу-хау. Ведь редко бывает этот вид зелени на, так скажем, столах наших хозяек. Да. Почему шпинат? Шпинат, потому что он очень полезный и вкусный. Вот «Живой город». Какие проекты в этом году ожидаются? И вот самые значимые проекты ваши. Расскажи, пожалуйста. Ну, у нас основные проекты, вот такие крупные проекты, это город артподготовка, ежегодная лаборатория, и Свияжск артель. И, конечно, один из самых наших крупных проектов – это театральная лаборатория «Угол», которую мы открыли 3 года назад. Это стало своеобразной площадкой как раз вот для молодых режиссеров, для молодых драматургов. Вот, кстати, про Свияжск артель господин Силкин очень подробно нам рассказывал и сказал, что вот пользуется успехом как и у зрителей, и у тех, кто приезжает. Да, вы знаете, уже ежегодно приезжают все больше и больше просто народу. Люди действительно о нем узнают. И прям мы 1 год даже делали палаточный лагерь. Наши гости, у которых, например, нет возможности приезжать на своей машине, или там, которые приехали на автобусе, могли остаться там на ночь и вот эти вот 2 дня. То есть все условия создают смотреть, фонд. да. Как и для тех, кто смотрит, и да, кормим, и для тех, кто выступает. И кормим, поем, и привозим. Так что приезжайте. Так, картошка, посмотри, пожалуйста, мне кажется, у нас уже готова. Да, готово. Точно. Самое время добавить. Молоко. Мы добавляем... Вот он, Да. очередной акцент. Вот он, очередной акцент, да. Так. Между прочим, такой рецепт вот с молоком тоже, тоже есть в татарской кухне. То есть лапша с Ну, молоком. молочный суп. Молоко хорошее? Давай. Можно все. всё. Отлично. Помешаем. Сейчас мы его ждем, пока закипит. И будем отправлять туда наши... Но мне кажется, это не последний секрет нашего супчика. Сейчас самое главное. Мускатный орех. Мускатный орех и куркума. Чуть-чуть. Куркумы поменьше. Во-первых, цвет, и во-вторых, вот этот вот аромат. Все достаточно. Так, перемешиваем. Перемешиваем. Вот такой у нас И ждем, пока все закипит. цветной. Да, ждем, пока закипит, и будем кидать туда лапшу и шпинат.
молоко у нас закипело? Так, Да. посмотри, пожалуйста, Закипело. молоко поднялось. Убавляй. Так, и мы закидываем туда нашу лапшу. Тихонечко. Ну и в оставшееся время предлагаю вот подытожить все-таки. Вот про Анну Каренину, кстати, ты пару слов не сказала. Да, и ты вот меня все спрашивал про наши проекты, вот «Свияжск артель». И вот сегодняшний проект, к которому мы очень долго шли и который мы сделали, это вот иммерсивный спектакль Анны Каренина. Диана, вот скажи вот слово «иммерсивный». Я услышал, не каждый зритель, в том числе я вот не понял. Что это значит? Скажи. Иммерсивный спектакль, да, это слово иммерсивный вообще происходит от английского. To immerse — это погружать. В неком пространстве создается несколькими художниками, такими как драматург, художник, художник по костюму, ну, то есть их несколько, композитор, в нашем случае еще парфюмер, режиссер, и вот этими людьми художественно создается мир, в который как раз и приходит зритель. Затрагивая его все органы чувств, подсознательно начинает погружаться Полностью. Да, полностью. Мы находимся внутри романа. То есть все действие романа происходит вокруг зрителя. Зритель может передвигаться как хочет по спектаклю, по особняку и выбирать себе самому, за какой линией и что ему смотреть. То есть параллельно у меня происходит, как в жизни, происходит там 6-7, всего линий 16. Параллельно происходит несколько сцен, и ты вправе сам себе составить, как тебе увидеть Ну, этот мне кажется, спектакль. ты сейчас многих зрителей заинтриговал, поэтому, друзья, обязательно не упустите возможность посетить это. Я, наверное, сложно очень объяснила. Но тем интереснее. Там поверь. надо Заинтриговал. прийти. Ну и суп у нас понять тоже это сложный, поэтому самому. что делаем дальше? Так, кидаем шпинат. Так, шпинат. Шпинат кидаем. Но последний ингредиент у нас все-таки будет не шпинат. Нет, последний ингредиент — это у нас будет плавленый сыр. Вот я сейчас буду добавлять. Ну что ж, мы накрываем на стол и попробуем оба эксклюзивных блюда от Дианы Сафаровой. Татарский суп токмач с нетатарским акцентом. Тесто для лапши раскатали, разрезали каждый пласт пополам, свернули рулетом и острым ножом нарезали на кусочки шириной полсантиметра. На оливковом масле обжарили лук-порей и залили куриным бульоном. Добавили нарезанный кубиками картофель и варили почти до готовности. Затем залили молоко и добавили мускатный орех, куркуму и довели до кипения. Закинули токмач, затем листья шпината и в завершении плавленый сыр. Под чутким руководством режиссера Дианы Сафаровой, дорогие друзья, у нас получился вот такой красивый стол. Я бы даже сказал, очень насыщенный для двух персон. Да, это все Ты с твоей умеешь помощью. готовить. С твоей помощью. Ну что ж, с чего попробуем? Давай с курочки. Как хочешь. Давай. Давай. Уж больно красиво она так вот прям смотрит Да, на нас. давай попробуем. Мгм. Которую мы, кстати, Видишь, запекли она не на... жирная. Видишь, она какая не жирная? Потому что весь жир где? На соленой подушечке. Нежненькая. Чудесно. Очень вкусно. Знаешь, я бы даже еще кусочек попробовал. Получилось хорошо. И все-таки аджика какой аромат дает, заметил? Да, да. И не остро, то есть и диетический. Ну а сейчас суп, который удивил меня уже во время приготовления. Ну как? Ты знаешь, деда, вроде бы традиционный молочный суп, но добавление сыра, всех твоих специй, в том числе шпината, делает этот суп настолько вкусным, оригинальным. Друзья, браво! Спасибо. Я очень рада, что понравилось. Удивила! Диана, вот и настал этот момент, когда мы скажем друг другу и всем зрителям канала ТНВ до свидания. Большое спасибо за твои кулинарные шедевры. Действительно, блюда сегодня были, друзья, на 5 с плюсом. Смотрите нас каждую неделю. С нами всегда вкусно, дорогие друзья. Диана Сафарова и Руслан Шарбудинов говорят вам пока-пока. Слава Пока, саубулгас. Если вы не успели записать рецепты наших блюд, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. А также не забывайте подписываться на наш канал на Ютубе. Благодарим ресторан «Печь» за предоставленный интерьер и помощь в организации съемок.